Вас взяли на работу на СТВ благодаря вашей внешности? Кого назначают ведущим? Кто хорошо смотрится в кадре. Ці задоволена ти своєю працею тепер? Для меня это кажется на раз-два. Что тут сел и прочитал? Сейчас вы расстраиваетесь, когда сталкиваетесь с хейтом? Я стала загоняться и искать в себе проблемы. Хотя до этого я их вообще не чувствовала. А ти боїшся старості? Убрали мою коллегу, потому что она уже не так хорошо смотрелась в кадре. Век, например, ведущего недолог. У вас когда-нибудь были романтические отношения с нынешними лукашенковскими пропагандистами? Были симпатии. Я думаю, взаимные. Гэты чалавек працуе на АНТ? Какое-то имеет значение. Вы бы хотели вернуться в Беларусь? Беларусь у меня ассоциируется сейчас с чем-то очень плохим. Вы глядите праграму «Шчыра кажучы», у якой вядомых беларусаў правяраюць на паліграфе. Падчас тэставання фіксуюцца фізіялагічныя параметры арганізму паводле некалькіх крытэраў. Затым гэтыя рэакцыі аналізуюцца, каб ацаніць дакладнасць паведамленай інфармацыі. Сёння прайсці правяранне на паліграфе наважылася журналістка Алена Чарняўская. Алена, вітаю. Дзякуй вялікі, што ты сёння да нас прыйшла. Тебе тоже спасибо за приглашение. Мне ўжо ёсць адказы на ўсе пытанні, і мы з табой можам іх абмеркаваць. Давай. Вам говорили когда-нибудь, что вы самая красивая телеведущая, работающая в белорусских медиа? Да. І наш паліграф лічыць, што ты адказала нам шчыра. Што ты адчуваеш у такія моманты, вось калі табе кажуць, што ты самая прыгожая тэлевядоўца Беларусі? Никаких эмоций не возникает, потому что это очень временно. Вот, и я такая думаю, хорошо, мне пока говорят, что я красивая, но, скажем так, это не моя заслуга. Если мне, скажем так, в возрасте лет 50 будут говорить, что я прекрасно там выгляжу и так далее, я буду знать, что я приложила, да, действительно много усилий. Мне повезло. Спасибо боженьке, не знаю, вселенной, каким-то высшим Тебе силам, что я такая прыемна? вот... Сейчас, подожди, я подумаю. Ты хочаш, каб казалі часцей пра розум, а не пра прыгажосць? Слушай, мы хотим все быть разносторонними, что ли. Если тебе постоянно говорят, ты красивая, 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 красивая. Я хочу быть умная, 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 талантливая, 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 счастливая, 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 условно. Ну, конечно, хочется какого-то разностороннего. Вам когда-нибудь говорили, что вы самая талантливая журналистка, работающая в белорусских медиа? Нет. І наш паліграф лічыць, што ты адказала нам шчыра. Ці хацела б ты гэта пачуць увогуле? Вот, видишь? Сравнивая эти два вопроса, конечно же, больше хотелось бы второе услышать. Я просто не старалась достаточно сильно развиваться в сфере журналистики. Ты шкадуеш? Нет. Если я не развивалась, значит, не особо хотела. А зараз ты хочаш? Ці Именно хочаш ты, каб казалі менавіта пра твой талент? Ну, я, в принципе, изначально, например, не была пишущим журналистом, да, была телевизионным журналистом. Поэтому мне больше стали нравиться документальные фильмы. Это тоже съемки, продумывание, какая-то идея, сторителлинг, характер героя раскрыть. Но это более такой долгий процесс, без такого раша. Ці лічыш ты, што ў гэтым твой талент? Скажем так, я не верю в талант как признак успеха. Я верю вот реально в формулу 90% трудолюбия, 10% таланта. Как раз такие талантливые люди часто бывают расслабляются. Ну, у меня есть талант, значит, ну что там, очень просто, легко сделаю, там что-то у них бывает не хватает усидчивости. Поэтому, если у меня талант в документалистике, хороший вопрос, но мне это, наверное, не особо интересно. Опять же, я верю в трудолюбие и дисциплину. У меня сейчас такой вот переходный период, когда мне пришлось признать, что я уже и как бы и не журналист, и уже не особо хочу быть им. А что дальше? Такой, знаешь, кризис, как всегда, все совпало. Эмигрант, вот близкие пограничные, не 40, но 30 лет, когда вот как раз-таки первые начинаются моменты, а что было в жизни, а куда я двигаюсь, кто я, что я. Што ў табе могуць убачыць гледачы, што яны не бачаць, але табе б хацелася б, каб яны гэта ўбачылі, акрамя тваёй знешнасці? Я не могу сказать, что они не видят. Каждый сам проецирует. Ну, например, для меня важнее тот выбор, который я сделала в 2020 году, и что я переехала. Для меня, ну вот если, например, спросить, что я бы хотела, чтобы больше всего ценили, да,
и то, что, к сожалению, например, некоторые близкие, например, мои люди не ценят, это то, что, например, там, я отказалась читать в эфире неправду, уволилась, и в никуда, там, условно, да, это был сложный шаг, который ты не понимаешь, к чему он ведет, но я, например, сижу иногда и думаю, обалдеть, но это был на самом деле самый сильный шаг в моей жизни. Вас взяли на работу на СТВ благодаря вашей внешности? Нет. І у нашага паліграфу ёсць сумневы. Ну, пускай сомневаются. Як ты лічыш, Я чаму? думаю, надо спрашивать у них. Ну, то есть не брали на меня на работу, и по какому поводу не знаю, но я еще сказала, что изначально нет, но это, скорее всего, мне помогало продвигаться дальше. Потому что год я работала бесплатно, еще будучи студенткой, не факт был, что я вообще останусь на работе. Ну, как это обычно бывает, знаешь, можно, конечно, недооценивать себя, но на самом деле место освободилось, потом в итоге взяли, но я, конечно, тоже старалась. Я не знаю, как я тогда могу оценивать, что мне внешность помогла попасть на телевидение, какая же у меня тогда внешность, что я попадала туда год, понимаешь, работая бесплатно. А вось менавіта тэлевідоўца, і ты стала за сваёй знешнасці, як ты лічыш? Когда работаешь репортером, нарабатывается дикция. Остальное, кого назначают ведущим, кто хорошо смотрится в кадре. Ну вось Это за гэтага у нашага паліграфа ёсць сумневы. Ну, в качестве ведущей, я думаю, да, что нравилось, возможно, начальству нравилось, как я выгляжу в кадре в качестве репортера. Вот, и что они подумали, ну, я как раз работала в этой программе, которую я и стала вести. В нашей программе, в принципе, не очень много людей работало, и достаточно молодые люди. Может, я на тот момент была самая опытная, я уже не вспомню, если честно. Поддерживаете ли вы связь с бывшими коллегами на СТВ? Нет. Вы скучаете по работе на СТВ? Нет. І у нашага паліграфа ёсць сумневы. Не по всей работе на СТВ я скучаю. Па якой ж сумуеш? Я скучаю по самой малооплачиваемой работе на СТВ, с чего я начинала, как раз-таки не будучи ведущей. Я делала сюжеты для утренней передачи в художественной дирекции, сюжеты на самые разные темы. Вот это было увлекательно. Но вернулась бы я, нет, она была очень малооплачиваемой. Поэтому я и пошла дальше. А по той, что было дальше, достаточно более скучная была, поэтому нет. А колькі тады плацілі на гэтай маленькай працы? 300 рублей. Это ничто. Грубо говоря, кофе пойти купить, да, только. А это огромная работа. И сейчас я думаю об этом, для меня это вообще невообразимо. Я думаю, куда шли все остальные деньги? Куда? Ну, понятно, куда. Это просто из-за этого выгораешь очень сильно, конечно. Никакой отдачи. Ці падтрымліваеце вы сувязь з былымі калегамі на СТВ? Я ответила нет. І наш паліграф лічыць, што ты адказала нам шчыра. Ці падтрымлівала ты сувязь? Кто работал на СТВ и с кем я работала, я ни с кем не поддерживала и не поддерживаю контакт. Если взять 2020 год как разделение нас, те, кто со мной на одной стороне, да, я поддерживаю контакт, могла встретиться, даже несмотря на то, что они там СТВшники бывшие, я тоже бывшие СТВшники. Мы как бывшие коллеги на одной стороне могли встретиться в Варшаве, пообщаться, кофе попить. Да, вот такое могло быть. Все, кто непонятно какую позицию проявил или так далее, нет, я ни с кем не общаюсь. С кем я непосредственно работала, ежедневно, виделась в кабинете, да, ездила на съемки, с теми нет. Вы сами ищете фейки для своей программы? Нет. Вы ведущие антифейковой программы. Вы когда-нибудь врали своей аудитории? Нет. І наш паліграф лічыць, што ты адказала нам шчыра. А ці сама ты шукаеш фейкі для сваёй праграмы? Нет, я не ищу. І наш паліграф лічыць, што ты адказала нам шчыра. Хто займаецца вось гэтым пошукам фейкаў? Над передачей, которую я веду, работает большая группа людей, которые каждый отвечает за свое поле деятельности условно. Для того, чтобы выходила программа такого качества, нужно как раз-таки много ресурсов и рабочей силы. Я бы, в принципе, сама все это не сделала. Я преклоняюсь перед людьми, которые у нас сначала отсматривают программы и ищут фейки. Вот, то есть это очень сложно психологически. И они говорили, что да, нужно потом смотреть что-то противоположное
основоположное, чтобы вот свое критическое мышление не замылить, потому что когда ты себя вот условно травишь как раз-таки только этим, это влияет все-таки. Поэтому есть вот отдельные люди, которые ищут, есть потом факт-чекеры, которые еще раз все перепроверяют, все, что мы найдем, и все, что мы утверждаем, например, это ложь. А менавіта якая твоя роля ў гэтай праграме, што ты робіш? На данный момент я именно только веду программу. То есть я лицо программы, но сейчас я уже буду вот как раз-таки привлекаться к написанию сценариев. Потому что, в принципе, тоже раньше я занималась и сценариями, да, то есть, в принципе, могу. Место не вакантное было, теперь частично могу, поэтому, конечно, я бы хотела включаться в процесс именно написания сценариев, потому что, когда сам себе пишешь сценарий, в принципе, конечно же, проще это все и озвучивать, более естественно все это звучит. Вы довольны своей работой сейчас? Да, я довольна в целом, но, например, я недовольна в целом своей реализацией и то, что я продолжаю работать на белорусский рынок. А хотите на какой? Ну, хотелось бы хотя бы на польский, я не говорю про телевидение, но расширить аудиторию, то есть не жить в Польше и работать только на Беларусь, и работать только с белорусами. Как будто ты можешь вот пригодиться только вот в своей стране, условно. Хочется другого направления. Ці задаволена ты сваёй працай цяпер? Да. І у нашага паліграфу ёсць сумневы. Угу. Як ты лічыш, чаму? Потому что мне недостаточно работы. Бывает и такое. Хочется в общем, болей, так? Мне нравится то, что я делаю, но мне этого недостаточно. То есть, опять же, это быть в кадре, быть лицом, но это не все, что я могу и умею, поэтому хочется чего-то еще. Вот это чем я недовольна. Все остальное... Хочется писать сценар, так? Ну да. Я в целом говорю, да, то есть я не говорю, что так, я хочу монтировать, я хочу, ну опять же, это мы вспоминаем работу на СТВ, да, то есть снимать репортажи, снимать там фильмы. В контексте моей работы, если еще предположить, что я могу делать, да, то есть вот как раз-таки мне предложили писать сценарий. Но в целом я просто говорю, конечно, быть в кадре лицом, да, иметь хорошую там дикцию, навык работы на камеру. Вот как раз-таки в этом, я считаю, у меня есть талант, и мне об этом говорят, и для меня это кажется на раз-два, что тут сел и прочитал, да, кто-то другой пробует и такой, ой, это очень сложно, нет, это не мое. Для меня это кажется, ну что тут каждый может, да. Вот как раз-таки, вот, человек талантлив в том, что он считает, что, боже, да каждый это сделает и очень быстро. Ну вот, это мне легко достается, поэтому, конечно, хочется, в принципе, для мозгов тренировки, каких-то нейронных связей, решения сложных задачек, вызовов, чего-то, чтобы был просто интерес в жизни, что-то делать и развиваться. А менавіта заробкам задаволена? Да. В плане зарплаты я довольна. За тот объем работы, за столько времени, что я трачу на работу, я очень довольна. А колькі зараз заробак? А я могу такое говорить? Ну так. Я не знаю, то есть насколько это моя зона ответственности. Ну, то бок гэта более, озвучивать. чым было на СТВ? Ну, конечно, ну ты что? Ну, то есть на СТВ последние мои зарплаты были 1000 или 1200. Долараў? Нет, рублей, конечно. В Беларуси я работала, я думала, $1000. Вот мне бы такую зарплату. То бок ты зараз зарабляешь $1000? Нет, я заработаю Полторы. больше, потому что я же говорю, я о таком даже вообще не думала. О той зарплате, о которой я мечтала, вот, то есть, естественно, она имеется, но в Беларуси я такой мечтала. Наступает еще такой период времени, когда тебя интересуют не только деньги, понимаешь, а интерес к тому, что ты делаешь, потому что ради денег все время делать невозможно. А зараз на працы твоей тебе не цікава? Но, опять же, как я сказала, это для меня слишком просто сесть в кадр и что-то озвучить. Нужно для того, чтобы было интересно, нашему мозгу нужна какая-то нагрузка, понимаешь? Какая-то творческая задачка, какое-то что-то придумывать, что-то решать, что-то пробовать. Этого нету, и поэтому, видимо, этого не хватает. На СТВ вам нравилось работать больше, чем в белорусском расследовательском центре? Да. І у нашага паліграфа ёсць сумневы. Ну, ты адказала некалькі разоў. Спачатку ты адказала не, а потым ты адказала так, і у паліграфа сумневы. Это зависит от того, чем именно я занималась на СТВ. Ну, то есть я была репортером художественной дирекции, вот я же говорю, это вообще одна работа. Репортером Минщины — это другая работа. В зависимости от того, в каком отделе ты работаешь, разный интерес к твоей работе. А якая праца была лепей за ПРЦ?
Гэта вось гэтая Да. ранішняя праграмка. Да, Мгм. где я Усё. полностью делала авторские сюжеты, и эта работа, это часть работы, это дирекция. Давала пространство для фантазии, для творчества, возможность, да, общения, съемок. Это очень интересно, это все очень увлекало, это было мое. Вы гордитесь своими профессиональными журналистскими качествами? Нет. І наш поліграф лічыць, што ты адказала нам шчыра. Мгм. Але ты пабудавала сваю кар'еру, чаму ты не ганарышся сваімі якасцямі? Тут вопрос, опять же, в том, что, возможно, у меня хорошо что-то получалось, но для журналиста, мне кажется, важно работать для аудитории. Для чего он это делает? Начальство говорило, что я хорошо, да. А что дальше? А зритель что говорит? А как много у нас зрителей? В белорусском телевидении сложно об этом говорить, понимаешь? То есть тут вот как раз-таки об этом можно говорить, когда есть конкурентные каналы, которые сражаются за свою аудиторию, стараются быть лучшими там где-то. И то, опять же, вопрос, исходить из вкусов аудитории или формировать вкус аудитории, это тоже тяжелый вопрос, потому что, например, многим людям интересно очень что-то простое, сплетни, там чужие грязные трусы и так далее. Не будешь же про это делать. Але твоя журналісцкая дзейнасць не заканчваецца толькі СТВ. Быў жа яшчэ но іншы просто шлях. я очень давно уже не занималась такой истинной журналистикой, чтобы, ну, опять же, Альянс, БРЦ. БРЦ есть, но, опять же, я работаю в кадре. Это не то, что моя программа, я все в ней делаю, это не мой продукт, это общий продукт, я об этом тоже не могу сказать, что это моя заслуга, это моя маленькая часть заслуги. Я не могу сказать, да, что в этом было какое-то проявление чего-то таланта. Ну, то есть я никогда, честно говоря, я не чувствовала, что во мне есть такой журналистский талант. У меня больше вызывает уважение люди, например, журналисты-расследователи или политические журналисты. Более такие сложные темы, в которых реально для того, чтобы быть там журналистом, я считаю, нужно получать профессиональное образование, например, политолога. Да. Вот я считаю, тогда можно об этом говорить. А ты людзі, хто піша на сацыяльныя тэмы, гэта не журналісты? Гэта ж таксама журналіст. Ну, опять же, Разная я не тематика. пишущий журналист. Я не могу рассуждать. Я, например, понимаю, как писать сценарий. Всегда ли мне это удается писать так интересно? Нет, все время есть куда расти, мне бы хотелось куда расти. И знаешь, ты очень критически смотришь на свои старые работы. Опять же, кстати, это о том, что вот я и говорю, мне сложно оценивать то, что я делала 2 года назад, потому что уже через 2 года ты смотришь и такой думаешь, вот это вот сделать надо было так, вот это так, вот здесь не так, понимаешь? Ты уже растешь, развиваешься, опять же, больше опыта, и ты уже на былое смотришь как уже более простой уровень. Согласны ли вы с тем, что любое белорусское медиа за границей готово предложить вам работу? Нет. І наш поліграф лічыць, што ты адказала нам шчыра. А ці ты б хацела яшчэ працаваць? Ці ёсць нейкія мары? У якім медыа? Неважно, нет у меня конкретной мечты, вот сейчас в каком медиа я хотела бы работать. Я бы хотела работать в удовольствие и за хороший заработок, к чему мы все стремимся, и мне кажется, реально вот в этом смысл. А так можно мечтать о каком-то СМИ, прийти и очень сильно разочароваться. Поэтому я уже боюсь мыслить такими категориями конкретно, что хочу работать там. Не попробовав, сложно сказать. Можно, вот я же говорю, твоя мечта разобьется, а реальность. Нужно узнавать внутреннюю кухню очень сильно. Плюс, наверное, хочется больше чувствовать самостоятельности. Работая на кого-то, ты развиваешь чужой все-таки продукт, да. То есть кто-то придумал это СМИ, кто-то им управляет. Ты хочаш свой бренд? Я бы не сказала, ну, вообще было бы обалденно, да, вот представляю себя таким начальством, да, собственным СМИ, но я понимаю, что это очень тяжело, например, но это классно, вот это такой уровень уже серьезный, да. А ты б хацела? Да, почему нет, просто это вот какая-то тематика очень сильно должна отвечать, ну, вот я же говорю, я не могу То бок сказать. ты хацела сваё СМИ? Або свою мне предлагали, мне, например, здесь предлагали управлять вот одним новообразующимся СМИ в качестве такого менеджера. Но вот, например, я не захотела. Опять же, это какая-то чужая идея. Я больше думаю СМИ, например, YouTube-проект. Тогда да. Да, хотя бы начать с этого и развиваться дальше. Но мне кажется, это не дает такой какой-то свободы. Сейчас вы расстраиваетесь, когда сталкиваетесь с хейтом? Нет. У вас есть комплексы? Да.
Вы уверенный в себе человек? Нет. Ці маєш ти комплекси? Да, я ответила, конечно. Наш поліграф лічить, що ти відказала нам щиро. Мгм. А що за комплекси, які? Мне кажется, нет, наверное, таких людей без комплексов. Или есть, но от них избавляются с возрастом. То есть это люди постарше. Мне кажется, в подростковом возрасте у нас как раз-таки очень появляется много комплексов, от которых мы постепенно избавляемся. То есть часть из них действительно, то есть прошли уже, какие-то проработанные, А какие-то... розповіді, що? Ну, например, даже насчет той же внешности, да. Опять же, кстати, ты красивая, красивая, красивая. Опять же, вот эти подозрения, говорят ли они мне правду, потому что ты думаешь... Да? Так а що за Точно. комплекси? Ну, насчет внешности, например. То я же говорю, то есть участие в конкурсах красоты, попытка доказать себе, другим, я красивая. Все-таки докажите мне, что я красивая. Если я выиграла, значит, я красивая. Все. А ти доказала? Ну, формально, да. Потому что, например, там, мисс Журфак я выиграла, да. Это мисс Минск, там, первая вице-мисс Минск. Я такая думаю, ну, не доказательство ли, да? Но со временем ты просто понимаешь, что нет, это не доказательство. Доказательство внутри себя. Я просто красивая, я так считаю. Все, вот это доказательство на самом деле. Это абсолютно, я считаю, что комплексы во многом это такое навязанное, что надо избавляться. Я никогда не комплексовала насчет фигуры, но в студенчестве мне один однокурсник вдруг сказал, что мне неплохо было бы поработать над фигурой. И я такая, да? Я стала осматривать себя, так, да. И я стала загоняться, искать в себе проблемы. Хотя до этого я их вообще не чувствовала. Ну, любые комплексы, конечно, это что-то навязанное, когда мы еще недостаточно сформированы, недостаточно цельные. И это вдруг нас так заставило сомневаться, потому что мы сами в этом не уверены и не выстроено ничего внутри нас. А які комплекси зараз є ще засталися? Несмотря на то, что я более-менее довольна заработком в БРЦ, разница с заработком с мужем. Вот это Чому прям... тут комплекс? Вот это меня гложет. Ти хочеш заробляти більше за свого мужа? Нет, я не хочу зарабатывать больше, чем мой муж, потому что я боюсь как раз-таки, что я буду чувствовать дискомфорт. Меня вполне устраивает, когда, например, муж в семье зарабатывает или столько же, или больше, но никогда суперсильная разница. Мне все-таки нравится быть как будто на одном уровне. Вот этот дискомфорт, вот как-то что-то не то. Вот А это... так заўсёды було? Що... Нет, так не было всегда. Но в Беларуси у нас тоже была разница в доходах, учитывая, что я работала на СТВ. Когда мы приехали сюда, стала меньше эта разница. Со временем она увеличилась. Хочется расти до человека. Вот он мой такой стимул, конечно, и хочется до него расти. Сейчас мне уже, конечно, легче, но первое время, когда, например, там у человека, твоего близкого, повышается доход, у меня сразу такое... Это как раз-таки, наверное, тоже от неуверенности в себе. Ты такой, а будет ли он меня дальше любить? Зараз ці хвалюєшся ти, коли сутикаєшся з хейтом. Ти відказала ні. Нет. І у нашого поліграфа є сумніви. Зависит от кого в итоге. То есть от большинства людей нет. Со времени, как я завела ТикТок, мне понадобилось 2 месяца, чтобы колбаситься от хейта очень сильно и бояться проверять комментарии. И что я думала, это если никогда не отпустит, и так всегда будет, я не смогу вести ТикТок, например, там, и как я вообще работала в публичном пространстве. Но спустя время это отпустила, и я такая, обалдеть, вот этот переходный период. Большинство никак не волнует, но если мнение чего-то человека мне важно, или это какой-то авторитет для меня, что я считаю там, точнее, человек, на которого я бы хотела равняться, или авторитетный для меня человек, который нравится, и он что-то, да, скажет такое негативное, это меня заденет. Вы бы хотели сделать пластическую операцию, чтобы улучшить свою внешность? Нет. І наш поліграф лічить, що ти відказала нам щиро. А ці робила ти пластичну операцію? Да, я отвечала, что, ну, я считаю это пластической операцией, я не знаю, так ли считается в мире, что я исправляла нос, но исправляла нос по медицинским показаниям, когда он у меня плохо дышал, и мне заодно чуть-чуть подправили перегородку для хорошего дыхания. А ці хотіла б ти щось таке, мабуть, маленькое заробити, каб нечто полепшить? Во-первых, еще такой возраст, когда ты не особо задумываешься, что тебе надо что-то делать, ну, вроде все нормально и так. Грудь нормально, попа нормально, там нос нормально, губы нормально. Что еще делать? Я не знаю, понимаешь, что? Напишіть у коментарях.
коментарях. Да, напишите в комментариях, какую пластическую операцию нужно сделать. А ты боишься старости? Если бы ты у меня об этом спросила месяца 2 назад, я бы сказала, что да. Но сейчас я считаю за счастье, за благословение дожить вообще до старости. Я буду рада наблюдать, как у меня появляются морщинки, как я сидею, как, не знаю, любые вот процессы старения организма, я рада за ними наблюдать. Лишь бы при этом там, я была с мужем счастлива, довольна своей жизнью, там, путешествовала, все, что, не знаю, мне надо для радости, и побольше просто радоваться этой жизни, несмотря на то, что я старею. Чому 2 місяці тому ти боялась? Чого менавіта боялась? Боялась, что моя внешность изменится, я как бы работаю, да, лицом в кадре. Это важно для моей профессии. Это как раз-таки тоже травма СТВ, когда убрали мою коллегу, потому что она уже не так хорошо смотрелась в кадре. Да, то есть, и ты понимаешь, что век, например, ведущего недолог. Вот, поэтому для моей профессии это важно, конечно, ты боишься. Но ты боишься еще из-за здоровья, потому что хочется же, конечно, сохранять здоровье, спокойно бегать, прыгать, лазить по горам, спокойно, и тебе сложно принять, что в какой-то момент, например, этого не будет, потому что ты физически не сможешь так долго ходить и будешь уставать. Ты такой, как это? Просто потом, когда происходят какие-то разные события в жизни, в тебе может что-то поменяться. Если очень травматичные события, и ты в контексте, опять же, жизни-смерти, ты такой... Все это мелочи. Лишь бы, вот я же говорю, жить, наблюдать за жизнью, старею, прекрасно, но буду стараться поддерживать свое здоровье, чтобы быть активным в старости. У вас когда-нибудь были романтические отношения с начальством? Нет. У вас когда-нибудь были романтические отношения с бывшим начальством? Да. Ці мелі вы калі-небудзь романтычныя адносіны з начальствам? І ты адказала не. Да, с начальством нет. І наш паліграф лічыць, што ты адказала нам шчыра. І было пытанне, ці былі адносіны з былым начальствам. Угу. І ты адказала так. Угу. І наш паліграф лічыць, што ты адказала нам шчыра. Угу. То бок з былым начальствам былі нейкія романтычныя адносіны. Ну да, я не вижу в этом ничего плохого, слава богу, да, то есть не было отношений никаких с начальством, то есть никто не может сказать, она попала на телевидение там через постель или что-то такое, нет. Гэта калі ты працавала на СТВ, наколькі я разумею? Нет, это не было, когда я работала на СТВ. Это вообще никак не связано с СТВ, более того, поэтому это никак этого не касается. И начальство я всегда воспринимала только как начальство. Я никогда себе не представляла какие-то отношения, построение карьеры через отношения с каким-то боссом. Нет, нет, нет. Я не хочу особо прям что-то распространяться. Это не касается только меня. Но, во-первых, это никак не связано с СТВ. Вообще никак. Во-вторых, это никак не связано с работой. Это как отношения людей, которые возникают вообще вне работы. Вот и все. Может возникнуть симпатия к человеку уже после того, как вы закончили вместе работать. У вас когда-нибудь были романтические отношения с нынешними лукашенковскими пропагандистами? Да. І наш паліграф лічыць, што ты адказала нам шчыра. Это не были никакие отношения, но опять же, это похожая история, как с бывшим начальством. Были симпатии. Я думаю, взаимные. Вот. Гэта чалавек працуе на АНТ? Я бы оставила это без комментариев. А зараз вы падтрымліваеце сувязь з гэтым чалавекам? Нет, никак мы не поддерживаем связь. Ну, точнее, я не поддерживаю. То, что было до 2020 года, далеко до 2020 года, то, что не касалось политики, не касалось работы и касалось просто симпатии человека к человеку, то, что еще имело проходной характер, какое-то имеет значение. Вы бы хотели вернуться в Беларусь? Нет. Наш паліграф лічыць, што ты адказала нам шчыра. Ты не сумуеш? Когда ты меня это спрашиваешь, мне хочется сразу спросить, по кому и почему. По кому понятно, но это люди, это не страна, и я хочу их взять в сумочку и привезти сюда, под бочок себе. Беларусь у меня ассоциируется сейчас с чем-то очень плохим, с чем-то очень таким черным. И поэтому то место, в котором я жила, его уже, в моем понимании, не существует. Это уже другое место. А вось, напрыклад, калі рэжым зменіцца, ці хацела б ты тады вярнуцца ў Беларусь? Уже прошло достаточно много времени, уже тяжело будет возвращаться. Даже если прямо сейчас что-то поменялось,
у меня тут появились определенные свои корни. И я такой человек, еще пока, наверное, такой возраст, когда хочется еще двигаться вперед, не хочется двигаться назад. Возврат в Беларусь для меня, это, к сожалению, может так прозвучит движение назад. И есть желание попробовать расширить свой кругозор, пожить еще в каких-то странах. Может, потом вернуться в Беларусь, не знаю. Алёна, гэта былі ўсе пытанні. Дзякуй вялікі, што ты адказала на іх. Дзякуй вялікі за твою шчырасць. З намі была журналістка Алёна Чарняўская. Гэта была праграма «Шчыра кажучы» і я вядоўца Арына Маліноўская. Да сустрэчы. Наступны раз паліграф пройдзе кіраўніца ініцыятывы «Честные людзі» Алена Жываглот.